Здравствуйте, это проект «Прямой разговор». С вами Людмила Колеева. И сегодня гость нашей студии Роза Тандылова. Роза, я рада приветствовать вас у нас в гостях. Добрый вечер. Благодарю, что пригласили. Уезжар-то хорош. Роза, расскажите о своем пути в педагогику и, наверное, хочется поговорить о том, что вас вдохновило на то, чтобы создать творческое объединение «Талата». Путь мой в педагогику, он был случайен. Я абсолютно не могу сейчас даже об этом жалеть. Я благодарна судьбе, что это получилось случайно. Я закончила институт культуры и работала в Правобережном районе во Дворце культуры заместителем директора. Совершенно случайно в Новобатакирскую школу временно попала и больше не захотела уходить. Но я благодарна судьбе, благодарна тем детям. И сегодня даже, когда в школе у нас бывают практиканты в 13-й школе, я детям говорю, сделайте так, чтобы этот ребенок чуть старше вас остался в педагогике. Когда-то в свое время в Новом Батако дети содействовали тому, чтобы я осталась в этой профессии. Но сегодня бы я хотела вот о чем говорить. Вот наше время, мое поколение, мы оказались на стыке веков. То есть уклад жизни в корне поменялся. И в литературе, в классической, вся терминология, все орудия труда, все действия, они есть у классиков. И наши дети, они их будут читать и не будут понимать, о чем речь. Тогда встает такая дилемма. Или нужно тогда полностью классическое произведение разбирать, и там очень много архаики, очень много непонятных слов для детей. Поэтому я на себя взяла такую роль, знаете, как это яснее сказать, идет погружение в среду, пусть искусственно. То есть талата, в программе моей, это тенденция к духовному возрождению. Это не только для Сетинархи важно сейчас. Это вообще-то глобализация касается всего мирового сообщества. А мы говорим о нашей малой родине. И если мы сейчас будем приводить цитаты знаменитых людей, которые будут говорить, что человек, который воистину уважает свои традиции, который достойный сын своего народа, этот человек и другие народности будет уважать и будет достойным гражданином мира. Путь мой к творческому объединению Талат, он начался с детства. Всем родом из детства. И сегодня я тепло улыбнулась тоже, Люда, да, детство, наверное, не наверное, а ваше детство счастливое было. И мое детство. Я из того поколения 70-х годов, мы сами видели, как женщины занимались ремеслами, как они в домашнем хозяйстве. У нас еще были такие и орудия труда, и утварь. Хотя я скажу, что недостатка мое поколение не знало ни в чем. Ни в продуктах, ни в одежде. Все было пусть очереди были, пусть где-то был дефицит, но у всех все было. И я очень сильно с теплом вспоминаю, конечно, мои родители. Тидеева Татьяна, Борис Тандылов. Они очень много в нас вкладывали, они нас учили работать, трудиться. И соседки. Знаете, тогда чужих детей не было. И когда кто-то рассказывает о своем детстве из моего поколения, все утверждают, что таких соседей, как у нас, не было. И я утверждаю, что таких соседей, как у нас, ни у кого не было. Вы понимаете, такое понимание. Идешь со школы, и матери, может, некогда, да, или очень часто бывало, что мать в больнице. Любая из соседей, это ее долг был, Аликовой Маши, Венеры, Кубаловой, Касаевой. Ее долг посмотреть, кто из детей со школы возвращается, и надо детей накормить. Эти женщины, они гениальны были. Это этнопедагогика, это интеллигенты без дипломов. Они настолько могли общаться с чужими детьми. Они настолько особенно Аликова Маша, да, знаете, иногда у нее даже как
я привожу в пример, где-то она в другом селе была бы или в каком-то обществе другом, что-то ей не понравилось там. Она приходила, сажала нас и говорила: я такой фасон видал. Мама жардама на фасади. И вот она начинала нам вот нравоучение вот на четком примере. Вот сейчас, знаете, иногда вот я слышу, и очень много у нас идет разговор с детьми, что нужно уважать обычаи, традиции соблюдать. А какие? Нужно детям четкие примеры приводить, понимаете как? Вот реально вот такой вот обычай, обряд, вот его нужно с детьми проиграть. И иногда даже я, наверное, скоро 3-ю книгу выпущу с казусами, которые я встречаюсь. Вот мы их же искусственно все-таки моделируем, да? И иногда бывает, что вот я детям, например, как тот же вот стихотворение Коста «Марходарок», и там 17 слов, которые нужно вот проработать. Словарная работа на уроке по методике предполагается. Но вы вот детям, нет учителей и предметников столько времени, чтобы вот реально, практически вот эти вот вещи продемонстрировать, да, демонстрировать и тем более своими руками изготавливать. Если вот плетень кал, то мы его плетем. И вот, как вы представляете, я в классе, значит, принесла им иву, разложила, и нужно, чтобы сплести, нужно опорные столбики. Ну, из шпажек мы их и сделали, по 7 шпажек в пластилиновую полочку, и сплели. Потом я вот закрепление материала говорю: вот вы, я моделирую, я их в будущее обращаю. Вот когда вы с Божьей помощью состаритесь, как вы это расскажете? Они рассказали, вот вы состаритесь, и перед вами будут младшие. Как вы это им будете рассказывать? Они мне рассказали: пластилиновую мы полочку положим, шпажки воткнем и будем плести. И это, ну, ребенок рассказал то, что он видел. А потом я им показала фильм. Благо, есть у нас такие кинофильмы Остинской телестудии. И уже, когда они там в фильме увидели вот эти плетни, тогда они поняли. Они же, говорят, большие. Как, говорит, вот эти усыкаута дам, как на столе их плели. Все равно ребенок возвращался на стол, в класс, классное помещение, вы понимаете как? Потому что они этого не видели. И тогда я по-настоящему во дворе школы показала, как это плели. Ну, конечно, какой-то фрагмент. Кусочек. Да, но все равно какое-то понимание. И представление дети и представление, уже имели. да. Вот очень много вот таких у меня примеров, и очень много таких вот случаи, вот юмористические, может, рассказы у меня собраться. В мое время, может, и было легче воспитательная работа, потому что мы все-таки, общество было более стерильно, что ли. Мы и средства массовой информации, прежде чем мультфильм показать, его смотрели, была цензура. А сейчас цензоры кто? Сами дети. И общество воспитывает, общество очень много вносит. Ну, Риллиард Киплинг на это ответил. Маугли, где вырос, те и были у него повадки. Но что мы можем сделать? Мы целыми днями своих детей сопровождать не можем. Мы не можем знать, с кем он общается и какие у него соцсети, или тем более все доступно. Но мы можем ценностную ориентацию дать. Есть же классическая опять литература, что такое хорошо и что такое плохо. Кроха, малыш, должен получить ответы на эти вопросы. Конечно, в семье. Идем опять, институт семьи у нас. И поэтому вот сейчас очень сложное время. Очень сложное время. И я его сравню, вот Назым Хикмет, такой вот, как девиз у всех учителей должен быть.
сердца, не занятые нами, немедленно займет наш враг. И вот сейчас идет, не сейчас, всегда она шла, борьба за умы. И вот именно педагоги, воспитатели детских садов, это вот второй фронт. И мы этот фронт проиграть не имеем права просто. А борьба наисложнейшая, потому что дети сложные, потому что общество сложное, потому что семьи сложные. И каждый день как-то сложно сейчас стало работать. И вот нет вот таких однозначных ответов, нет вообще. Какие ценности обычно в приоритете у вас? Что вы хотите через свое творчество, через свои таланты донести до ребят? Ценности общечеловеческие. У меня есть один такой вот, как хрестоматийная такая, вот уже в программе Талата установленные. Вот сегодня даже мы мастер-класс строительства башен проводили. К нам приходят же гости. Одно дело Талата выездные, и мы на фестивалях, на других массовых мероприятиях представляем этнокартины тематические. Или же к нам в мастерскую приходят. Кстати, вот я первая, кто узаконил тактильный музей. То есть музейная педагогика, она вот сейчас большое подспорье. Это тактильный музей, это когда дети могут увидеть воочию эти предметы быта, и сами поработать на них. Потому что вот одним показом мы не сможем. Ребенок не запомнит, это для него незнакомо. А когда он поработает, когда он расчешет шерсть, нитки попридет, когда он войлок с нами поваляет, тогда он лучше запомнит. У нас башня бывает, картонная она у нас, башня и камни, имитированные. И каждый пишет из детей, какие качества человека для него ценны. Трудолюбие, человеколюбие, толерантность. И мы их прикрепляем к этой башне, и строим мы свою башню из наших характеристик. Потом смотрим, говорит, скажите мне, что-нибудь чисто остинское вы здесь видите? Да нет. Это общечеловеческие ценности. Другое дело, какое-то нигилистическое отношение молодого поколения. Да, оно было всегда. «Отцы и дети» Тургенев в прошлом веке написал. И все равно трудолюбие. И все равно, помните в Авесте, как истинно лучшее благо. А истина – это что? А истина – это праведный труд. Потому что творчество, и когда ребенок своими руками что-то творит, это все таланты на кончиках пальцев – это одно, что еще дополнительное образование, какая ценность в этом. Каждый ребенок, вообще каждый человек – это уникальное. И Остин, как говорят, «алчидаря худоваллагу». И ситуацию успеха смоделировать в дополнительном образовании гораздо легче. Хотя тоже раздавать грамоты, медали просто так незаслуженные, это тоже чревато. Но если ребенок на уроках плохо успевает, и есть очень такие непоседливые дети. Непоседливые, потому что 40 минут, 45 минут не каждый ребенок может просидеть. А здесь у меня есть возможность, ребенок может встать, пройти, у меня даже в мастерской диван есть, они могут, в камушке. И думаю, почему они сильно любят, можно в камушке что-то поиграть. Оказывается, здесь есть возможность на палас присесть. Я это уважаю. У них свой интерес, у меня свой, потому что эта игра, она очень требует виртуозности, длительной подготовки. И мне это удается, потому что ребенок хочет чуть-чуть отдохнуть с сменой занятий. И таким образом, на уроке же вы не разрешите ребенку встань, иди, сядь, поиграй. Нет, конечно. У нас свои задачи.
Но мы их решаем вместе. Единство требований, оно должно быть. Роза, как вы помогаете учащимся развивать их индивидуальные таланты и способности? Дети же все совершенно разные, и подход к ним каждому нужен, наверное, какой-то свой. Вообще-то, когда я вам сказала уже, что я в педагогику пришла случайно, и в Новом Батако, и мне пришлось даже обучать детей игре на балалайке. Где Курай, где наш дом, да вот Курай, вот наш дом. Там секрет в том, что я пришла в школу, мне было 21 год, 22 год, и я была старше старшеклассников на 4 года. И те дети, которые учились при мне с ними легче было, а там было где-то 3 мальчишек, которые пришли после меня. Они меня не знали, естественно, переростки и, мягко говоря, балованные. И где-то на свадьбе кто-то играл на балалайке, ненастроенный инструмент, и кто-то говорит, дайте Розе, она настроит. Я на этом инструменте половину мелодии играла, но настраивать умела. Я настроила и чуть-чуть 2-3 аккорда, и глаза у этого парня загорелись. И он мне в школе говорит, как красиво, мне так нравится. Я говорю, ты хочешь научиться? Да. Я поняла, что теперь я смогу найти дорогу к их сердцу через то, что они любят. Что я сделала легко и просто. С Нового Батако приехала в Бемисланскую музыкальную школу, привезла там сельские продукты, потому что заплатить я им не могла. Я положила на стол сыр, а мне нужен был педагог. Я сказала, у меня задача учить детей играть на балалайке. Значит, мне самой до конца надо научиться, получается. И мне нужен педагог, оркестрант. Но заплатить я вам не могу. Пожалуйста. Натуральными продуктами. Натуральными продуктами сельскими. Рима Смаилиева, нет ее, господи, как мы с ней дружили. Рима говорит, я оркестр, ее привели мне. Говорю, вы оркестрант? Да, вот так, учите меня. Она так посмотрела, говорит, вы уже большая девочка. Очень хорошо, говорю, быстрее буду учиться. И, в общем, мы сели, она мне дала урок, и я так и делала. В селе детей обучала тому, что я пока сама умела. Потом стали выписывать балалайки. Ленинград, 5,50 стоили эти балалайки. Вы даже помните, да? Да, конечно. Если 75 выписать, в селе 75 балалаек было. И на сцену я посадила 35 человек. Посадила опять-таки как? Я-то методист, не обязательно самому нужно подход к делу иметь. Опять я уже Рима ездить стала. Рима стала в село ездить, огромная ей благодарность и память. Я же сказала, я платить не могу. Она говорит, да не нужны мне твои курицы, утки. Я, говорит, просто вижу, как дети хотят. И мне это сильно нравится. Потом школа стала платить, потом мы ее взяли учителем пения. И приезжали оркестранты, и они создали на базе нашей школы оркестр. И я тогда поняла, что ребенку нужно через то, что он любит. Роза, а современные дети, чем они отличаются? Всегда же говорят, разные поколения, разный подход. С годами они изменились или они все те же? Сами дети те же, но базы нет у них. Я к чему говорю? Я в 1 класс вхожу, и я ни одной сказки не могу от них услышать. А ведь если бы не было Арины Родионовны, не было бы Пушкина, очень может быть. Дети дома сказки, и не то что сказки, хотя бы расскажите, даже в 5 классе, если незнакомый ребенок, расскажите, как фамилия бабушки. Девичью фамилию матери не знают. То есть, не знаю, такое впечатление, что их дома кормят, одевают хорошо, кормят неплохо, и все. Иди в школу, там разберутся. Ребенок не знает, чем силен его род. А это же очень важно. Это очень важно, когда ребенку вы даете для подражания образец, и когда этот образец есть в семье.
Вот в современном обществе семья мало дает детям. Вот именно вот этноматериал. Роза, а какими достижениями своих учеников вы особенно гордитесь? Значит, так я скажу. Вот один из, ну, его в республике знают, Марат Скаев. Я довольна тем, что Марата я не стала учить ничему. Вот я по такому преподавала тогда, учила детей танцевать. Ну, он по этому направлению и пошел. Он танцевал в ансамбле «Ристон». Эх, если бы он послушался меня и пошел в ансамбль «Алан», то я бы таким солистом гордилась. Но зато у Остинского театра есть замечательный актер. Ну, Марата я же говорю, я его не стала учить ничему. Я увидела, он был в 5 классе, этот ребенок для большой сцены. Говорю, так, подойди сюда, Скаев, и едешь в Беслан на танцы учиться в Шаби. Здесь ты танцевать не будешь. Чем он был крайне недоволен. Я говорю, Марат, конечно, я могу. Я с матерью поговорила, умница большая его мать тоже. И я отвела его. Я говорю, я, конечно, могу пользоваться талантливым ребенком, он меня будет прославлять, но дорогу на большую сцену я ему не смогу дать. Я обучаю сельских детей. Мне за это никто и не платил, просто находила какое-то время и удовольствие от этого получала, что я могу, вот, это судьба ребенка, когда что-то ты ему можешь дать. Лариса Ходова, сейчас она работает в Бесланском дворце культуры, тоже я ее не стала обучать игре на гармошке. Несколько мелодий сказала, Лариса, музыкальная школа. Не я, потому что ты должна стать профессионалом. То есть я видела в ребенке какое направление и отводила этих детей к профессионалам. Потому что это тоже очень важно, когда в детстве ребенка увидеть в нем его талант и направить, открыть те двери. Я даже вот, по-моему, Лора была, по-моему, Скаева, и говорит, там меня не отводят. Говорю, а ты поплачь, ты один день не покушай, второй день не покушай, поплачь, покапризничай, и тогда родители отзовутся. В общем, вот как-то так. Бероев Алан, он в Питере сейчас, в военной академии, но это гордость Осетии. Очень много их, и даже вот хочу в медучилище пойти, там 9 девочек, которые прошли школу Талата, и все некогда, но надо дойти и предложить им какую-то на студенческую весну что-то дать, потому что это моя тяжелая артиллерия. Там такие детки, и Бегаева Амина, кстати, вот со всего это Агаева, Точиева. Но Бегаева Амина настоящая нана. Я вот даже, несмотря на ее юный возраст, очень отчетливо запомнила эту девочку. Почему? Потому что она настолько разбиралась, настолько все умела, что ты смотришь на ребенка и понимаешь, что даже половина всего ты не знаешь. И не знаешь, как это называется, не умеешь это делать. Ну, прям вот отчетливо запомнилась Амина, конечно, в моей памяти. Ну, Амина, есть такие дети, которые и без Розы Борисовны были бы такими, потому что там генофонд такой. Там бабушка Бела такая, там Диана Салбиева, мама. Просто еще вот сошлись наши интересы, когда благодатная почва, когда и Снежана Гаглоева, что Светы Гаглоевой ребенок, и без меня бы она была такой. Ну, другое дело, с ними легче. С ними легче и отдачи больше. Талата – это уникальный проект, и я могу это с уверенностью сказать. Роза Борисовна, не всегда бывает все просто. Вот как вы со сложностями справляетесь? Да, я с ними справляюсь. Ну, судя по тому, что проект живет на протяжении многих лет, наверное, справляетесь. Что вас вдохновляет и дает вам силу? Какая-то у меня вот такая жизненная философия. Вот если, да, это очень нужно, и в моих мечтах я забегу вперед, мне кажется, за мной должны пойти, и в каждой школе должно такое вот направление появиться. И пока вот деятельности не будет дана оценка,
должная оценка. Это не потому, что я каких-то наград хочу, да? По результатам деятельности, именно за участие в фестивалях, за участие в каких-то именно конкурсах, где нужно, и у нас не только одно направление, где-то научно-практическая конференция, где-то конкурс стихов, где-то конкурс этих декоративно-прикладного искусства. И география, вот у меня 36 кубков. Я их так посчитала, да. Но вы очень часто выезжаете за пределы республики, Да. я знаю, это и Сочи, и Москва, это участие в самых крупных мероприятиях, когда бывает представлена Северная Осетия. Вы везде практически. Ну да, и вот у меня именно вот кубки, они на фестивалях, на каких-то таких конкурсах заработаны нами. Но вот недавно проходил съезд Нахаш, Алант Нахаш, Залина Кусаева, вот это была ее инициатива. Я скажу, что вот благодарна, моя деятельность была оценена, и уже кто-то посмотрит. И, кстати, вот Людмила Габоева, да, вот она в этой области, у нее большие достижения у самой. И она как-то вот обратила внимание на мою деятельность. Безотносительно того, я Люды сама открыла роль ее бабушки Венеры Кубаловой в моем воспитании. И я вот просто удивилась, говорю, понимаете, как вот в детстве вот это направление, вот эту душу в меня, кто вдохнул, одна из них была она. После матери она и Маша, и другие соседки, Наталья, вот их перечислять, как каждой книгу нужно писать. И как неудивительно, что сегодня вот именно ее внучка вот заинтересовалась моей деятельностью. Я думаю, вместе какие-то проекты нам удастся сделать. В этой жизни не все просто. Одна из тех, с чьей помощью мы попали первый раз на экран, это Тамара Кадиева, моя воспитанница Батакаюртская. И вот тогда она привела в школу Зуцева Владимира в администрации, помните, он работал. И вот видел, мои дети учились, обучали друг друга. Вот Индира Халаева, она, кстати, сейчас в Америке. Камила Цибирова, она по Москве на своей машине разъезжает. Это золотая рапира России, Камила, моя гордость. Но она до 11 класса, вот с 1 по 11 класс, они на всех выступлениях. И я скажу, что вот Талата на их плечах. Вот тогда у нас были большие трудности. Пока Талата не были признаны, мы выезжали на своей машине. Я нанимала машины, то есть вот на моем энтузиазме. И эти дети, они буквально, вот я думала, вот настолько мы уставали по полдня, да, что скажут, все, больше я не приду. Нет, я уже когда, вот Амина, вот в каком классе была она, во втором, Гаглоева Снежка, Амина Бесликоева и Агаева Фатима, вот эти девочки были во втором классе, и мы им уже пошили платья вот с фартуками, вот эти первые платья. Я их видела, кстати. Они до сих пор, эти платья у меня, мы бережно к ним относимся. Почему фартуки? Потому что моветон без пояса. Это недопустимо, девушка в платье без пояса. А поясов у меня нет. И потом фартук, он предполагает, это же ремесла. И уже когда я детей посадила, они маленькие, Камила пришла, говорит, я не поняла, Борисовна, что происходит там и где. Говорю, Камила, вы уже взрослые, кто-нибудь вас украдет с этими сверетинами? Нет. И Камила, как вот этот управляется, и как она придет, ее нити, ни одна взрослая женщина вот сейчас не спридет так, как Камила, Лаура Басиева, Индира. Вот эти девочки, был первый набор Талата, которые буквально на их плечах. Вот признание к нам пришло уже с их участием. Роза, чуть выше вы сказали о том, что очень хотелось бы, чтобы были последователи. На ваш взгляд, почему это сегодня так важно? Почему сегодня важно сохранить все то, что нам передали наши предки? Вы коснулись уже и плетения, да? На самом-то деле это мастерство же в какой-то период было вообще утеряно. И сейчас потихоньку, маленькими шагами все возрождается.
Я когда пришла к тому, что это нужно возрождать, потому что буквально в 2000 году именно Талата в том виде, вот занятия ремеслами, в техникуме в железнодорожном преподавала, значит, предметы истории Осетии или страноведение, так скажем. И я им принесла вот старинную чесалку. Я ее увезла из дома. Это чесалка моей матери, а ей она досталась от бабушки. Я до сих пор вот просто вот... Как зеницу ока пережжете. Конечно, это вообще раритет, который семейная реликвия. И я спросила у ребят, а что это за орудие труда, кто мне скажет. Долго судили, рядили, там были сельские дети. У меня был парень с Заманкула. Я говорю, и ты не видел никогда? Говорит, нет, как же так? И один юноша, отличник, он предположил, это же, говорит, эти гвозди, это же как на расческу похоже. Вы же сказали, что девушки раньше волосы мыли сывороткой, и они спутывались. Кстати, я им рассказала легенду о кукушке. И вот там вот это вот сюжет, когда юная девушка не могла голову расчесать свою, потому что они сывороткой мыли. И говорит, вот эта конструкция, чтобы вычесывать. Ну, говорю, да, похоже, правда, бараньи шерсть они расчесывали. И тогда я поняла, я сказала вот по-астински, вы бозан карснау. Это все потеряется, это все забудется, надо возвращать. И сейчас вот такой произошел феномен в обществе. Раньше старшие обучали младших, а сейчас талата будут обучать старших. Очень много старших приходит, и они, мне даже одна бабушка ответила, я говорю, можно вас попросить, я знаете, что попыталась сделать? Связь поколений. Ведь раньше, когда ремеслами занимались, они собирались в одном доме. Вот у нас было такое, я так любила вот эти вечера. В селе часто гасили свет. Электричества не бывало. Там если дождь, там ураган, даже не ураган. Просто дождь, все равно. Ветер сразу. Да, ветер, все. И тогда эти лампы, вот я помню, керосиновые лампы. Я их даже застала в горах у бабушки. Ну в горах. Ну, керосиновые лампы, сейчас же и свечки есть, и свечи всякие. А то керосиновые лампы соседки приносили, и вот занимались они вязанием, нитки пряли еще. Сейчас еще одна соседка жива у нас, Джаджиева Тамара, надо мне поехать ее проведать. Вот. И вот не только ремесло, но тут же были легенды, сказки, присказки, какие-то жизненные ситуации обговаривали, да? И мы же все это слушали. Боковым зрением все это видели, мы это слушали. И вот сейчас я моделирую такие вот как бы ситуации. И, знаете, вот я недавно заметила, вот, например, я вхожу в класс, и талата я занимаюсь целым классом. Ко мне приходят не только желающие, а я сама к ним вхожу в класс. И у них выбора нет, желающие, не желающие. Я вот в первом классе начинаю рассказ, сказку, легенду, тем более изучение языка. Вот у нас же больно говорить в 3 классе. Хочется шепотом это сказать или кричать. Со всего класса 33 человека и 3 ребенка, и то не бегло говорящие. И как вот языку обучать? Только через зубрежку, через вот именно пересказ знакомых сказок. И вот. И в 5 Б класс у меня совпало, что у них технология, у меня еще предмет технологии. Скажу, что вот мы только что сказали, кто мне помогает. Сказано же философам, дайте точку опоры, и я переверну. Вот точкой опоры для меня, точкой роста, это 13-я школа. Потому что там есть моя мастерская, моя база. Благодарю Германа Ильбусовича Качмазова, директора дворца пионеров имени Белара Кабалоева. Хочу я попробовать себя в сельской школе. Мне интересно, там какая ситуация. Именно вот с языкознанием. Вот. И на 2 дня вот мои полставки
были перенесены. А еще в школе у меня технологии часы. Тала Камбулатовна Бекоева, она тоже поддерживает, она понимает значимость, тем более семья с такой историей, вы знаете, что ее отец основатель музея природы. Хотелось бы поговорить о том, каким вы видите будущее Талата через несколько лет и о чем мечтаете. Ну, я мечтаю о том, чтобы за мной пошли, потому что мы первые были. Вот я же сказала, что я размечталась, что все это нужно вернуть, нельзя это забывать. Вот в деятельности Талата, если ребенок участвует в каком-то мероприятии, и если он видит, что старший это ценит, тогда вот у ребенка, конечно, в душе какие-то зерна, да, вот, и вот это все идет развитие. И, конечно, когда вот мы участвовали на таких мероприятиях городских, Вячеслав Зелимханович просто подробно каждого спрашивал: «Да таса кушаешь, да таса кушаешь». Иногда бывало, что вот, например, готовясь к таким мероприятиям, выступлениям, я ребенку пишу текст. Потому что зубрежка нужна небольшая, чтобы был запас слов. Вот. Как вот игры национальные, как то ремесла. И иногда вот идет же вот этот праздник, проходят. Я знакомых начинала просить: подойди, спроси. Чтобы ребенок, а то мне жаловались, я столько учила, меня никто не спросил. Ребенок же не может понять, что я делаю. Вот. Поэтому мне приходилось кого-то упрашивать. Вячеслав Зелимханович еще меня в тупик ставил, потому что он у меня-то вот по профессиям, по направлениям дети. Один у меня с этими национальными играми заведует, да, скажем так, другой башней строительства. Он взял и кого-то другого спросил: а что такое вот этот веретенол Хойтадамсу и этот. Хотя они пряли, и у меня песня, я сочинила песню, кстати, потому что занятие ремеслами, оно предполагает обязательно вокальное исполнение обрядовой песни. И обрядовые песни, кстати, я не сказала об Ольге Джанаевой, это умница, наш личный друг. И вот такой импульс развития моим детям дает Ольга очень сильно, потому что мы гордимся, что уже несколько раз мы выходили на сцену с этим хором «Арион». Это великая честь. И вот 7 люлек вынесли Авдана под колыбельную песню, потому что я сама не вокалист нисколько, просто я знаю, к кому обратиться. И вот Ольга, это дар богов Осетии. И мы с ними были на сцене на одной, и, надеюсь, еще развитие этой программы будет. Когда дети видят, что такие великие современники это ценят, тогда у детей появляется стимул, что ли. И интерес. Желание. Интерес. Потому что не будет никто вот просто изучать это для того, чтобы просто изучать. Оценочную систему придумали же. И оценка деятельности должна быть всегда. Роза Борисовна, я благодарю вас за то, что сегодня нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо за вашу работу и, надеюсь, ваш проект будет развиваться и жить очень долгие годы. Спасибо. Я же говорю, я благодарна судьбе за то, что мне не хватит эфирного времени перечислить тех людей, которые нас поддерживают. Своей семье я очень благодарна, потому что моя невестка Марина, мои дети Хашби и Алина, они полностью на моей стороне, всегда помогают, поддерживают. Спасибо. Спасибо вам.